күннен ағатыйбыды көңілләр. Білген бұл ағаты тұлы Бейбелевет экология министрігер Хамин Ивановичка. Васаулах Юрий Петрович, Николай Васильевич, Закира Петровна, Саха Республикатын бұлчуттары, лидер бұлчуттар өте күні. Бұл күндерде Саха Республикатылар бұлчут көрінтесі тәрәхілер бара тұралар, ұлыстар бұтыр, баянай көріға дейін күрәқтегілер, бәт тәрәхілер әқтік бара тұралар. Бұл леге столицалытыр, выставка халанны, бүгін бұлчуттар выставкалары, бастакы бұл учет регистрация данныйны көрдік бүтін. Онтан тақса ұлыстан бұлчуттар бүккәләнлер регистрацияны астылар. Алтуынтан тақса бұлчут қытынына, но үшчеке еғат ері бұл. Васаулах, бұлчуттар, дорогие охотники, поздравляю всех с Днем охотников Республики Саха-Якутия. Указом главы Республики Саха-Якутия 1 апреля в Республике объявлен Днем охотника Республики Саха-Якутия. В республике более 100 тысяч охотников, которые получили охотничьи билеты. Охотничий промысел является одним из важнейших видов, традиционных видов природопользования на территории Республики Саха-Якутия. Мы приветствуем охотников, которые соблюдают правила охоты и рыболовства и ведут традиционную охоту путем использования лошадей, путем использования охотничьих собак. Это показывает, что наши охотники не утратили связь с историей, с традициями и обычаями. Дорогие охотники, Васаулах Булчуттар, Баянайгы Тоскуя Турдун, Булчут Күнлен, Итистин, Агарде. Тылаберлевет, Булчуттар, обществоларын, Булчуттарына Балсыттар, обществоларын Халаячатыр, Иванова Закира Петровна. Разрешите вас поздравить с днем, наступившим Днем охотника. И желаю вам успехов, удачи на выставке. Дадохов Николай Васильевичка Саха Республикатын главный хатамедидер. Бұлчут өте идеячілерге естің әғірді, оның бұлчут күннен әғірді үккіт армарар атымдығыр өтжам көміскі хақылы ұлду ғырттың. Поздравляю всех с праздником, с наступающим праздником охотника. А для настоящего собаковода выставка собак — это тоже своеобразный праздник. Потому что для многих охотничья собака является не просто инструментом для охоты и кормильцем семьи, это еще и гордость. Гордость охотника, гордость семьи. Она может быть и просто домашним любимцем. В Якутии очень много охотников, и все используют лаек для охоты. Для каждого владельца своя собака самая красивая, самая любимая. Но все-таки есть стандарты на выставке. Эксперты придерживаются и оцениваются собак соответственно этим стандартам. Так что вдруг кому-то не понравится оценка, не обижайте. Здесь стандарты, надо стремиться ответственно их. Еще раз всех с праздником. Так, у нас сегодня вот в гостях Попов Александр Васильевич, судья первой категории, он с Новокузнецка, опытный такой судья, во многих выставках судил, так что мы очень рады, что он к нам приехал. Еще раз всех поздравляем с Днем охотника. Так, желаем, чтобы сегодня ваши питомцы порадовали вас, и многие сегодня получат экспериментальную оценку и документы. Так, начнем с западно-сибирских лаек. Так, наша группа это с 10 до 1,5 года, суки и кобели. Потом средняя группа с 1,5 года до 3 лет, с 3 лет до 10 лет это старшая группа. Восточно-сибирские лайки тоже также будут выступать, а аборигенные якутские охотничьи лайки, у них будет 2 группы. До 3 лет кобели и суки, и с 3 до 10 кобели и суки. Так что сейчас все проходим регистрацию. Также впервые у нас будет выступать русско-европейские лайки, вот как видите, и есть карело-финская лайка. Ну сколько собак будет, сколько я все инициатив. Так, еще раз всем желаю успехов, крепкого здоровья, еще раз наступающим Днем охотников.
Попов Александр Васильевич из города Новокузнецка. Я эксперт первой категории по породам лаек и по испытаниям лаек. Занимаюсь этим делом уже больше 30 лет. Сам занимался 40 лет промыслом профессионально. Ну, пока рингов не было, могу сказать, породные собаки, которые русско-европейские лайки, они чисто породные, у них видно порода. Вот западно-сибирские стоят такие же. Восточно-сибирские лайки есть очень породные, а есть вообще беспородные, явные помеси. Вот сейчас подводили белую собачку, вот она без документов, она по голове, по формату, она русско-европейская лайка. А без документов ее только можно в восточников. Ну какой восточник, если на голове написано, что русская? Это уже помесь какая-то. Она может даже просто и чистокровная, даже русско-европейская быть, только утерянные документы, как в деревне держат для охоты все. Лайка работает, все хорошо, но она не восточница. И некоторые восточники есть с явными примесями, а есть очень породные восточники. Да, очень породные, прям красивые. И черные есть, и вот якутского типа белые есть. Очень хорошие кобели такие представительные. Так. Так, двигается она очень хорошо. Так, все нормально здесь. Это, ну, вроде все. Что должны это помощники. Все, с зубами нормально. Ну, а сказали одна единственная. О, а мы уже погоняли это. Так я вот пока писала, я сам на регистрации сижу. Понятно. Теперь познакомьтесь. Это сука, он поэтому так реагирует. Да не в этом возрасте бывает, и на этих реагируют. Ну давайте кружочек еще сделайте. Это. Давайте, ведете вперед. Вера, ему сколько возраст? Какой? 17 месяцев. 12? Нет, 13? в апреле будет 2 года, вот. Во как! Да. Так, Так, подожди, апрель, вот уже. 3 апреля так обожди, он в средней группе. в средней группе, значит, да. Он в средней группе, у тебя Средний, нет, ты средний, младший. средний. Сбиваешь меня с толку. Я думал, год в апреле. Нет, нет. Так, ну давайте вот по этой собачке. По этой собачке. Получает она оценку очень хорошо. Это высшая оценка в младшей возрастной группе. Высшая оценка не дается. Так, смыкание хорошее. Во-во-во, все. Все нормально. Зубами. Так, и это. Держи его. Все нормально. Так, ну описание этой собачки. Высокопородная, хорошо сложена. До конца уже сформирована. Хороший аппарат движений. Формат почти квадратный у собачки. Голова породных линий. Выраженный переход от долба к морде выражен, но плавный, не резкий. Ухо. Ну, может, ушко и слегка длинновато, потому что ушко желательно в треугольной форме, в форме равностороннего треугольника, вот как у него. У нее чуть-чуть ушко. Хотя, если чуть приоденется, ну, это даже, я бы не сказал, что недостаточно это.
у нее все-таки больше на западносибирскую лайку ушко похоже. А так нормально. Больше претензий. Очень хорошо сложенная собачка это. Высшая оценка. Хорошо двигается. Это. Хороших пропорций. Очень породная голова. Так что получайте дипломы, зарабатывайте. И дальше опишем. Это. У меня, Вер, вот хотелось бы все-таки его повыше видеть. Этого кобеля повыше. А ростомер мы взяли, нет? Я Что, смотрю, да, это, ну вот видишь, вот с сукой он смотрит, хотя видно, он по нему сразу видно, что он хороший в кобелиных, в хороших кобелиных ладах, он сразу от суки отличается, видно, что кобель. У него очень породная, хорошая голова, сторожкое ухо, это, муфта, баки хорошо, это. Ну, для Европы он даже как бы богато одет, но тут все-таки Якутия и морозы. Он линяет, видишь, он Да. на хвосте. Это породный, это крепкий такой с ложки кобелек хороший, это. Так что ему оценка отлично. Ей очень хорошо, ну потому что младших людей тоже можно отлично ставить. Она очень шикарно смотрится для европейки. Оценка отличная, у кобеля, у суки очень хорошо. Дипломы есть у него? А у него нету ничего. А, нету, Справка, ну, справка только. На справке напишите тоже оценку сзади, ладно? Обязательно. У него нету ничего. Справка только. За справки напишите тоже оценку На медаль. На ринг приглашается западно-сибирские лайки. Младшая группа. Суки. Еще раз, на ринг приглашаются западно-сибирские лайки. Суки. Поскольку им в феврале 16 февраля год исполнился. год исполнился? 14 месяцев. Нормально, значит. Ей какой возраст? Ей год Года, месяцев еще сколько? один. А, нормально, нормально. Вот порода сразу чувствуется, в отличие от восточников. Ну давайте пройдемте вот так. Так. Все двигаются. Девушка, давайте остановимся вот так. И посмотрим зубы. Зубы. Тихо. Тихо, тихо. Успокойся, успокойся. Так, прикус правильный. Не любит зубки показывать. Так, здесь нормально все. Не вижу. Открой рот. Рот. Все. Все. Давай ей будем зубки смотреть. Так. Прикус в норме. Нет. Сейчас видны. Все нормально. Все нормально. Так, прикус нормальный. Теперь наличие зубов справа и слева. Ну и маляров тоже, ну, право с малярами это всегда все в порядке. Так, первых не вижу это. Ага, нормально с этой стороны. Премоляр первый за клыком. Есть, все. Давайте еще круг и хватит это.
Местами поменяйтесь. Ага. Тоже младшая группа? Что? Младшая, ага. И она у тебя уже щенилась, что ли? Сегодня увидел. Какой возраст? Год и 4. Года 4. Так, ну что, давай ей зубы смотреть будем. Рановато ты ее повязал-то. Так, прикус сначала. Прикус нормальный. Так, есть. Так, окончен ринг суки западносибирские лайки, младшая возрастная группа. Это окончательная расстановка. По расстановке какие-нибудь вопросы есть? По расстановке вопросы. Сейчас я прокомментирую, почему собачка. Все собаки получают высшую оценку в младшей группе. Очень хорошо. Причем эти все собаки должны эту высшую оценку, только уже отлично, получить и в старших группах. Собаки очень породные. Особенно первые две собаки просто блещут породностью. И большой разницы нету. Так, сяк поставить это. Чем эта собачка проиграла это? Эти побогаче одеты. Да. Какая-то хантейская рубашечка. Просто выигрышнее смотрятся. И у этой собачки слегка не параллельной линии лба и морды немножко закатан затылочек. С возрастом часто хронические бугры подрастают, это выправляется. Но это совсем мизер. Собака прекрасно смотрится. У собаки тоже длинный хороший щипец, косой разрез. И ей бы желательно вот такой же цвет глаз. Глазами она им проиграла. У нее карий, у нее темно-карий, как чернослив. А так резко косой разрез, переход плавный, все. Эта собачка ненарядно одета, потому что в разлиньке, от этого никуда не денешься. Ну, щипец с легкой горбинкой, а так сторожкой, ухо подвижное, хорошо поставленное, плавный переход от лба к морде смотрится. Двигательный аппарат у всех собак хороший это. Ну, единственное, щипец немножко с горбинкой. У этих вот, видишь, плоская мордашка. Но не сильно выражена, так что это недостаток, не влияющий на племенное использование. Суки, надо сказать, очень породные. Все 4 очень породные собаки. А если охотятся хорошо, то вообще супер. Ну, она у тебя рябовских кровей, да? Это Удмурт. Николаевна брал. А. Вот. Это хвата Хвата Гречишина или ну, Петровник, я понял. Гречишин-то умер 2 недели назад, Александр Арнольдович-то. Он раньше на Гречишине был, потом на питомнике Хват числился. Да. Что? Нет. Или еще не рано? А зачем? Еще не определили? Уже определили, уже рассказали и описали даже. Сейчас Награждение уже какое-то будет. это. Так, первая собака у нас что получает? Оценка очень хорошая, Все получают высшую оценку, очень хорошо. Уже всем описал и рассказал. да? Хорошо. Всем понятно. Еще вопросы есть какие-то по собакам? Щенячий только вот это.
Младшая возрастная группа. Первые 4 собаки получают высшую оценку очень хорошо. Последняя собака получает оценку хорошо. Почему она там оказалась? У собаки нет пары верхних третьих премоляров. А так бы она тоже очень хорошо получила. Хотя для младшей группы это высшая оценка. В средней, в старшей группе уже высшая отлично. Скорее всего, отлично получит на любой выставке этот кобель. У кобеля голова близкая к эталону по форме. Он богато одет. Может, слегка перекормлен, но он еще растет. У него даже ростовые узлы еще на ногах проглядываются. Он в верхнем пределе роста, крупный кобель. Это Дахсун, да? Тоже кобель крупный, но верхний допускает 62 верхний предел, но 2 сантиметра без недостатка допускается, у него 64. У этого сантиметра я лишний насчитал. Это норма для лайки западносибирской. Крупный, мощный это. Кобель очень красивый, резко косой разрез глаз. Глаз темный, глубоко посаженный. Плавный переход от лба к морде. Уши в форме вытянутого треугольника, посажены на уровне глаз. Сторожка хорошо стоят, постоянно держит. Вот этот кобель и вот 4 при ходьбе часто уши заламывают и внешний вид портят. Видишь, он и сейчас ушки маленько повзал. Хотя соберет это, уши более-менее смотрятся. Этот кобель чем уступил? У него голова слегка широковата в затылочной части для западносибирской лайки. Потому и ушко кажется широковато поставленным, хотя посаженным. Ухо правильной формы, остроконечное, хорошая колодка, он хорошо сложен. Ну, желательно бы глазик потемнее бы еще. Почернее глаз, это. И все-таки более вытянутый щипец, как вот у него, более вытянутую морду для идеала. А так хорошая породная лайка. С хорошими ногами, с хорошими рычагами, с прямой спиной, с накачанной поясницей. Чувствуешь, что собака двигается. По этой собачке, какие замечания? Тоже голова широковата в затылочной части. Щипец слегка грубоват, желательно щипец по суше, вот как у первой собаки. Вот идеал, на который до голову надо равняться. Вот такая у западносибирской лайки должна быть голова. У кобеля небольшая, когда стоит, небольшая переслежена в спине есть. Между ложными грудным отделом и позвоночным небольшой перепадик. Не провисшая спина, а именно переслежена. Слегка грубовато грубоват щипец. Вот по этой собачке. Собачка в верхнем пределе роста, но в норме. Хорошо вытянутый щипец. Довольно косой разрез глаз. Но глаз у собаки очень светлый. Вот она не первому, а предыдущим 2 она проиграла светлым глазом. Глаз желательно темнее. И маленько он себя как-то, он по формату квадратненький. Желательно чуть растянутый, чтобы кобель был. И маленько как-то вяло себя ведет. Как-то... Очень агрессивно. Дома очень агрессивно. А тут ему вот пофигу, как из общества этих пофигистов. Он уши заломил, он в полной красе себя не показывает. Он очень избалованный, дома говорит. Ну вот он чем проиграл предыдущим собакам, у него светлее глаз намного. Вот эта собачка у нас бы и стояла бы на 2-м месте бы, если бы не зубы. У нее отсутствие 2/3 А из-за того, что может быть, что до 1 года должен сформироваться, да? У него только эти зубы уже вырастают к 7 месяцам. 7 месяцев. Это порог. А из-за чего они могут не вырастать? Генетическая обусловленность. Уже не вырастут. Не вырастут. И, скорее всего, у потомков тоже будет проблема. Если у суки такая же будет накладываться. Это считается сейчас пороком. Порок. Вот потому он проиграл это. Не такая у него эталонная голова, как у первого кобеля, но он хорошо сложен, ну, слегка перекормлен. В Якутии, смотрю, любят собак кормить, потому что морозы сильные.
Слегка голова широковата в затылочной части. Ну, он, как говорят, середнячок вот такой по экстерьеру. Но основная претензия – это зубы. А глаза, цвет глаз? Глаза у нее карие. Желательно темно-карие, у нее карие глаза. Вот у собаки, у этой глаз вот явно светлый. Вот, да. А вот посмотри, у первой собаки, вот на светлом окрасе, он темно-карие глаз. Окрас светлый, поэтому глаза как бы... Да, лучше выглядят, контрастнее. На 2 собаки вперед. Окончен ринг расстановки кобелей западносибирской лаек средней возрастной группы. 3 первых собаки получают оценку «отлично». 4-я собака получает оценку «очень хорошо». 5-я собака получает оценку «удовлетворительно». Последняя собака остается вне породы. Без оценки. Ну, начнем с первого кобеля. Яркий представитель западносибирской лайки. Но идеальным назвать нельзя. Хотя плавный переход от лба к морде. Но излишне развиты надбровные дуги. Чуть-чуть, они немножко, он из-за этого смотрится крутоватым переход. Кобель еще, голова не до конца сформирована, он все-таки в средней группе, он еще возмужает, раздастся, пока он смотрится легковатым. Ну и желательно при его окрасе глаз темнее иметь. Ну так, оценка отличная, у него хорошие рычаги движения, колодка, он в меру растянутый, правильно, хорошо, породно одет. У него щипец хороший, длинный. Вот тоже кобель с очень хорошей головой, вот первым ходил, но он проиграл глазом, у него глаз еще светлее. У него более светлый, зубы долго смотрели, у него светловатый глаз. Тоже очень породный кобель, но при ходьбе постоянно заламывает уши и портит внешний вид. Хотя у него параллельные линии лба и морды. И немножко выворачивает при ходьбе локти наружу. Они должны локти сзади сверху параллельно быть. А смотри, у него задние как бы в стороны отведены. И слегка прослаблена спина у него. Спинка. У этих вот спины прямые. Вот кобель очень хорошо сложен. Маленько крепковат он для средней группы, но он выглядит кобелем в хороших кобелиных ладах, все. Первым кобелям проиграл вот этими, да, глазом. Ну и небольшой еще агрессивностью, что это. 4-я собака. В принципе, вытянутый щипец в меру, плавный переход от лба к морде. Правда, затылок немножко закатан назад, потому линии лба и морды не параллельные. Ухо широковато посажено. А еще и собака немножко неадекватно себя ведет, трусовато. Трусость тоже. Она уши постоянно заламывает, она не показывает себя в полной красе. Вот ходит, хвост опустит, уши развалит, и он не смотрится боевым кобелем. Кобель — это охотничья лайка, это самец. Потому оценка очень хорошо.
Вот я все чувствую, кобель, у него мощь чувствуется, у него уши стоят. А вот они шире посажены, еще он их на хрящах ломает. И хвостик, он маленько не в своей тарелке, неадекватно чувствуется. Почему этой собаке оценка удовлетворительна? У собаки, кроме всего прочего, довольно широковатая голова в затылочной части, коротковат щипец. У этих собак примерно щипец морда равна длине черепной коробки, у нее явно короче. Но основной порог – это у него асимметричный прикус. Прикус должен быть ножицеобразный. У него зацепы в правильном зацепе, а ближние резцы уходят назад, и это называется асимметричный. Это не выше удовлетворительно, это дисквалифицирующий порог. Так бы его хорошо можно было втянуть. Он грубовато, простовато смотрится, но мощный, крепкий кобель, все хорошо растянут, с хорошим аппаратом движения. Ну, это... Почему эта лайка оставлена без оценки, вне породы? У нее куполообразная форма черепа, что не свойственно западносибирской лайке. Уши и так на хрящах, еще вставили бирку, вообще одно ухо болтается. Очень короткий щипец, глаза на выкате. А еще у него бульдожина и очень сильно. Это нижняя челюсть на полсантиметра вперед выходит. Неправильный прикус. Это... Сначала прикус. Нормально. Ножницы, ага, сбоку. Обожди еще раз. Один резец нижний, да? А краях доклада. Надо посмотреть, в одном ряду он или нет. А краях-то один выпирает в эту сторону. Надо посмотреть это, в одном ряду он или нет. В одном. Что, норма? Да, будем считать, что норма. Но это недостаток. Кобелю 6 лет? Какая разница, он если это? Да он наклонно поставленный. На 2 собаки вперед. На 1 собаку вперед. И пошли дальше. Он ее тащит, он высокозадым кажется. У этого прилобина, этот сучий хладах, это невыраженный половой диморфизм раз, у этого очень высоко поставлена шея. Это 2, и у него явный недостаток, это наклонно поставленный окраек. Он ходит... Что? Нет, он в этот мер. Конечно. Вот в сук запусти такой, что он ростом крупненький, он потеряется. Ему, по идее, надо харя давать. Вот кобель. Да, вот это кобели. А у него суком поставим, он потеряется. У него плохо выраженный половой диморфизм. Он в сучьих ладах. Даже я вижу. Ну, этот кобель явно выигрывает головой, он проигрывает колодкой.
он нельзя сказать, что это, но он равнопериодный. Вот когда стоит, еще ничего холка выделяется. Так вот при ходьбе кажется высокозадым. Но тут еще, вот смотри, когда стоит более-менее, когда, ну, тут надо отдать должное, его не хозяин ведет, кобель тянет, что хочет, то творит. Он неправильно по рингу идет. Был бы хороший хендлер, чтобы смог его показать в полной красе, а тут наоборот. Так, две первых собаки получают оценку отлично, собака получает оценку хорошо, и собака получает оценку удовлетворительно. Вопросы есть по расстановке, по оценкам? Я сейчас еще раз расскажу, почему как. У кобеля высокопородная красивая голова, плавный переход от лба к морде, косой разрез глаз, глаз темно-карий. Но есть небольшие проблемы с колодкой. Кобель недостаточно растянут. И его неправильно водят по рингу. Он тянет как попало. Он то высокозадым кажется, то кажется у него круп скошенный. Вот кобеля не смогли показать в полной красе. Второй кобель колодкой явно выигрывает. Но здесь излишне развиты надбровные дуги у кобеля, потому кажется, что он немножко лобастеньким. Переход желательно вот такой вот плавный. У этого надбровные дуги. Ну, их же видно. И у этого кобеля светлее глаз. Легкая горбинка. Это. Легкая горбинка на щипце. Щипец — это морда. Претензии к этому кобелю. У него голова правильных линий, с плавным переходом, толба к морде, как должно у западносибирской лайки быть. Но у него плохо выражен половой диморфизм. Он смотрится по-сучьи. Он явно в сучьих ладах, он не выглядит кобелем. У него легкая голова для этой. Кобель очень... Что? Вот если был бы это младшая или средняя группа, проблем бы не было. Это старшая группа, здесь собаки уже сформированы. Это. Тут это, у него просто грудь узкая, маленькая это. Ребро плосковатое, грудь недостаточного объема у него. Он вертикально держит шею. Шея должна быть под углом 40-50 градусов. Он очень высоко ее держит. Как правило, такой постав шеи при прямом поставе плеча, что у него и прослеживается. У него недостаточно косое плечо. И еще один недостаток, у него наклонно поставленный окраек выходит из зацепа. Хотя так бы был порог, но он в одном ряду с остальными нижними резцами. И это часто бывает из-за мелкой головы, зубам некуда расти, они растут куда попало. Этот кобель, у кобеля вместо 6 резцов снизу 4. Но они могут быть потеряны, но там места под 2 резца нету, только под 1 резец. Это сверху тоже одного резца нет. Это отсутствие резца, это оценка удовлетворительная, дисквалифицирующий порог. Ну вот западный. В принципе, под западника он с большой натяжкой, но тянет. У него все-таки плавный переход, у него довольно вытянутая голова, не совсем широкая в затылочной части, что уши заламывает. У него довольно косой разрез глаз, хотя щипец у него излишне толстоват. Но проблемы у него с зубами. Проблемы с зубами. У него еще, если сказать, он квадратного формата, и у него очень короткая поясница.
2 собаки, первых, получают оценку отлично, 2 собаки получают оценку очень хорошо. Почему расстановка такая? У собачек, в принципе, хорошие головки, правильных линий. Кстати, вот здесь линии даже чуть получше, но слегка закатан затылочек у ней. И излишне выражен подрыв живота. У нее все-таки щеки должны низ поровнее быть. Вполне возможно, но это в средней группе, за это нельзя сильно придираться. Если будет так в старшей, то это уже будет большим недостатком. А так они еще в порядке формирования, вполне, что ощенится и будет ровненький живот. Желательно, конечно, глазик потемнее у собаки. У этой собачки, по сравнению с этими, голова широковата в затылочной части. У западносибирской лайки голова должна быть узкая и вытянутая. Она у нее чуть не в форме равнобедренного, равностороннего треугольника. При ходьбе постоянно уши заламывает, они и так у нее широковато расставлены, излишне широко. А она их еще, видишь, хрящи ломает, теряется, собственно, внешний вид. Здорово. Что у этой собаки? Хорошая линия головы у собаки. Водить не умеешь совершенно. Собака себя не показывает, ты ее волоком тащишь. Она то хочет, то творит у собаки. Ну так надо же учить, чтобы собака тебя слушалась, хоть на привязи, хоть в вольере. Она тебя вообще за хозяина не считает, собака. Она что хочет, то творит. Красивая голова, хороших линий, ну да. Не хватает зубов, депигментированная мочка, депигментированная частичная. Он не хозяин, это его попросили. Ну вот потому так и получается, что неопытный хендлер воет, а вообще. Посмотри, какой разрез глаз. Вот, поверни собачку. Вот как глаз у нее посажен, косой, желательно, что темнее. Посмотри, как у твоей посажены. У этой глаза лучше посажены собаки, чем у твоей. Он не глубоко посаженный, крупный и довольно прямоватый разрез. Оценка очень хорошо, это хорошая оценка для нее. А передние, как в клещах, тертые эти резцы средние. Может, потому и зуб выломался. А может из-за него, видишь, они трутся друг об друга. И вот как асимметрию, что ли, считать. Это сломанный резец, он мешает определению прикуса. Так что тут удочку надо давать. Потому что вполне возможно из-за него смещение произошло. С левой стороны нормально с зацепом, а ты посмотри с правой, они друг об друга трутся. Это асимметричный прикус. Здесь они как четко заходят, а здесь они зубы об зубы трутся. Это асимметрия. Хотя очень хорошо сука сложена, подвижная, хороший двигательный аппарат. Маленько перекормленная это. Очень хорошо двигается активно это. Чувствуется, что собака на охоте бывает. Потому что есть явно собаки засиженные. Вот это немножко засижено. Богато одета. Вот хорошо темный глазик хороший. У нее из надбровных дуг излишне крутовато выглядит переход от лба к морде у этой собаки. Ну а так, в принципе, особых претензий нету. Волос покровный длинный, все, но ни подвеса, ни очесов, не видно, богато одетая собака. Двигается тоже маленько не в своей тарелке, не как идеально на подиуме идет, а что хочет, то творит. Не приучена, мягко говоря, на поводке ходить. Ну, на выставку уже привели. Это после линьки, да? После линьки. Опа, а какая зимой линька? Она после щенки? Она после щенки. Ну вот, за бедную шерстку-то она место этой потеряла. Ну и у нее и бороздка по голове прослеживается. Желательно более светлый глаз, у нее еще надбровные дуги. У нее головка грубовато по сравнению с этими выглядит. А так хорошая. Была бы она одета вот так, может, и отлично бы получила. Ну, простовата у нее голова. И надбровные дуги выделяются, и
глазик был потемнее желательно. Но у меня больше претензий было, думаю, Якутия, только кончилась зима, собака бедновато одета. А у нее сиськи вон торчат. Ну, Сиськи она после щенков облиняла. да еще, видать, щенков в тепле держала, когда это. Что? Очень хорошо. Очень хорошо. У нее плавный переход от лба к морде, даже мягко разглаженный. А вот надбровные дуги его портят. Они вот выделяются. И получается как бы... Это киевского идут такие. Знаете, у кобеля вот так. Да, у них там они все такие. Она еще по сравнению с другими киевскими красавица. К этой собаке основные претензии — асимметричный прикус. Мы выше оценку поставить не можем. Вот к этой собаке очень много претензий. У нас вообще сомнения в ее породности. Во-первых, непропорционально маленькая голова. Очень короткий щипец. Ну, посмотрите, все-таки у лаек щипцы. Очень короткий щипец. Голова не плоская, а куполком куполит. Глаз нельзя сказать, что на выкате, но не глубоко посаженный. У западносибирской лайки вот так должен. Глаз должен глубоко посаженный. Глаза не видные, почти круглые, в некосом разрезе. При своем бедном костячке собака явно ожиревшая, перекормленная. Вот у нее, посмотри, какой обхват пясти это.